Нашу передачу мы начали с показа картин молодой, талантливой юкагирской художницы Екатерины Суджаниновой, все творчество которой пронизано любовью к родной земле, к суровому и прекрасному северу, к его людям. Ее имя уже достаточно известно. Впервые мы с ней познакомились на одном из мероприятий наших северян, и с тех пор хоть и изредка, но общаемся. Не так давно мы побывали у нее в гостях, побеседовали, поинтересовались, над чем она работает. Я сейчас делаю заказ для книги, делаю портрет, так как фотографии иногда бывают некачественные, поэтому приходится их как-то улучшать, какие-то детали добавлять. Ну и параллельно заканчиваю свои работы с поездок, которые были в 2021 году, в 2023. В 2021 году очень много ездила. В 2 районах побывала впервые. В 2021 году весной мы поехали делать заказ с моей однокурсницей. Там у них проводился день оленевода весной в марте. И они, получается, приурочили этот праздник к юбилею Кладкина, который как раз был основателем села Тополиное в Тампонском районе. И очень много мероприятий проводилось. Они сделали ремонт в культурном центре Карпана. И мы там сделали такую большую роспись. Очень быстро закончили, и я там осталась на день оленевода. Взяла с собой холсты и устроила там пленэр, написала картин, вот точно не могу сказать, но около 10 точно есть. Тополиное очень похоже чем-то на Андрюшкино, это родина моих бабушек. Я бы сказала, что поселок такой уютный и достаточно чистый. Вот. И когда я была в Тополино, мне написал человек из Аймикона. Он сказал то, что он коневод и предложил пойти в экспедицию летом. Они, получается, нашли гору в Аймиконском улусе и хотели именовать в честь имени художника Афанасия Николаевича Осипова. А коневода зовут Семен Баишев, и он в 90-х годах водил Афанасия Осипова по этим местам, сопровождал. Вот. И я не хотела упускать такой шанс, поэтому сразу согласилась. По приезду в Якутск мы уже договорились какие-то детали, кто с нами поедет. Приехали 2 внуков Афанасия Николаевича, его дочка младшая Анна Осипова, и с нами еще поехала Лариса, вот на ее машине мы поехали. Наш путь длился около 200 километров, и он подразумевался как конно-пеший поход. То есть мы доехали по трассе на машине и оставили там свою машину. И треть пути прошли на вездеходе. А там нас оставили на озере, и мы, выгрузив свой весь груз на лошадей, пошли уже пешком вверх в горы, где вот и стоял пик Осипова. На тот момент там находилось стойбище оленеводов, и мы остановились там на 3 дня, оттуда уже мы поднимались на пик. Заранее Семен вместе с Союзом художников договорился о том, чтобы сделать такую памятную табличку, которую сделал Часов Николай, известный скульптор. И вот эту табличку мы вознесли на пик, который был высотой 2400 с лишним метров. Это был интересный опыт, достаточно тяжелый, так как я первый раз поднималась на такую высоту. И когда ездишь на машине, там есть какие-то свои аспекты, а вот когда идешь на лошадях или на оленях, там уже другие проблемы возникают. Было интересно узнать этот опыт о том, что, оказывается, лошади, они хоть грузоподъемные, но у них проходимость не такая хорошая, как у оленей, поэтому им приходилось определенным маршрутом идти, а мы шли немножко другим. По болотам, допустим, лошадям очень сложно перебираться. А нам, наоборот, вот по прямой местности мы спокойно шли в резиновых сапогах. Очень много речек прошли. Там была куча наледей, такие красивые места. И по пути, вот когда мы останавливались в стойбище и были на оленеводческой базе Алтачкуй, там я написала где-то около 4 картин. Вот. И после этой экспедиции я должна была приехать в Якутск и на следующий день полететь в село Андрюшкино, на родину своих бабушек. Я давно мечтала там побывать и познакомиться со своей родней. С кем-то я знакома уже была, с кем-то нет.
Мы приехали на машине в Якутск, и на следующий день уже должен был быть вылет самолета. Туда поехали ученые, мерзлотоведы, которые изучают вечную мерзлоту, почвоведы, гидрологи. Они поехали на экспедицию и должны были поехать на Анюй, на Чукотку из Черского. И меня с собой заодно взяли. Но я, приехав после аймеконской экспедиции, вся уставшая, не выспавшаяся, собрала свои сумки, собрала свои коробки, решила прилечь поспать и проспала вылет самолета. Приехала в аэропорт, думала, что обычно задержки бывают, когда вылетаешь на север. Но, как назло, в этот день самолет вылетел прям ровно-ровно. Поэтому я поменяла билет, но был только через 4 дня. А этот рейс, который должен был быть через 4 дня, его все отменяли из-за пожаров. И в итоге я прилетела, когда ученые уже собирались улетать. И я таки не успела поехать на Чукотку. Мы там познакомились зато с людьми. Ученые познакомили меня с человеком, который работает в плейстоценовом парке, который делает замеры для ученых. И вот с ним съездили возле Черского в тундру на другом берегу. Потом я взяла билет на вертолет до Андрюшкина, прилетела туда. И там тоже писала картины. Мы ездили по Алазее. Андрюшкина стоит на реке Алазея. Поехали в сторону моря. И вот, не доезжая до моря, там остановились. Там есть такие станции. Вы, может быть, слышали о таких горах. Киселяхи же есть, каменные люди. А там на границе 2 районов, Алайхи и Нижней Колымы, стоит самое, наверное, большое скопление астанцев Якутии, которое местные называют каменный город. Даже не каменные люди, а каменный город. Туда было очень сложно добраться. И в то время, к сожалению, вездеходы туда не ездили, поэтому мы поехали вот как раз на осколок этих самых астанцев. Там целая гряда идет, и он стоит возле Алазеи. Там я тоже писала картины. Приехав обратно в поселок, мы там были где-то дней 11 в тундре, где вообще никого не было. Приехали в поселок, там я написала портрет одного знатного оленевода, Татаева Алексея. И собиралась лететь обратно в Якутск, но там такая сложная обстановка с вертолетами, рейс постоянно отменяли, так как по нескольким районам арктическим всего 2 вертолета курсируют. Поэтому я очень надолго задержалась на своей малой родине. И приехав в Якутск, естественно, накопилась куча работы. Я привезла картины из Тампонского района, остались вот весенние, с Аймеконского и с Нижнеколымского целая прям коллекция. Да, целая коллекция. И я должна была их дописать, но 22-й год вышел немного застойным, поэтому я только летом начала работать, когда стала резидентом арт-резиденции ТЭК. Есть сообщество молодых художников Art Public School. Они нашли помещение, чтобы там сделать мастерскую свою. И люди могли, молодые художники, в любое время приходить туда работать или просто общаться, знакомиться, делать свои выставки. Вот весной 22-го года там Рома Марков, наш коллега, он провел свою персональную выставку. А я присоединилась туда летом. Все лето я там проработала, пару картин вот как раз-таки с поездок я закончила. Но, к сожалению, мы весной оттуда съехали, поэтому я снова перевезла все свои материалы домой и до сих пор пишу дома. 2-й год я же никуда не ездила, и наконец-таки выдалась такая возможность, то что в 23-м году мы поехали снова в Тампонский район, уже такие знакомые места, факторию Тампо, оленеводческую. Там мы были 3 дня, очень продуктивно они прошли, прям насыщенно. И днем я писала картины, а вечером я рисовала портреты углем. Тоже вот сейчас эти работы заканчиваю. Осталась вот одна картина, которую нужно закончить. Ну, еще и нижнеколымские.
У меня, получается, есть такая не то что задача, я же пытаюсь передать как бы не только с помощью картин о том, как живут люди на севере, но и снимаю видео, фотографии делаю, посты, пишу о том, как там живут люди. Екатерина Суржанинова родилась в поселке Чешский Нижнеколымского улуса. И ее самые светлые воспоминания связаны с детством и родными краями, с которыми ей пришлось надолго расстаться. Теперь она живет в Якутске, где закончила школу, а затем и художественное училище. И только через много лет оказалась в родных местах. В 2019 году на родине я снимала фильм «Колымский пленэр», о том, как я там работала, как там живут люди. И когда мы поехали в Оймекон, я тоже с собой взяла камеру. И думала снимать, как мы вот эту экспедицию. Все-таки это такой интересный опыт, и когда еще в жизни будет такая возможность. Но по ходу дела, когда мы там шли, я очень много общалась с дочерью Афанасия Николаевича, с Анной, с внуками. И люди, которые там в Оймеконском улусе сейчас работают, на базе, в общине, они знали Афанасия Николаевича и очень много рассказывали о том, как он работал, как он ездил. Поэтому я посчитала, что эти видео, из них нужно сделать фильм. Потому что этот художник и вообще это событие, оно историческое все-таки. То, что пики миновали в честь художника, надо зафиксировать. Поэтому сейчас мы работаем над фильмом о пике Осипова. И я очень рада, что Горный улус нас в этом деле поддержал. Поэтому я надеюсь, что скоро будет фильм готов. У меня давно есть такая традиция, даже еще до всех этих поездок, перед тем, как куда-то далеко поехать, я ходила в галерею Осипова, и смотрела его картины. Это меня мотивировало на какие-то такие свершения, что вот надо больше работать, то, что ты можешь, Катя, давай. В поисках своих корней Екатерина добралась до села Андрюшкино, где проживают юкагиры. В Андрюшкино поездка прошла очень продуктивно. Я посмотрела все музеи поселка, узнала очень многого о своих родственниках, о предках. Там краевед один, он делал даже семейные древа нескольких родов. И было очень интересно изучить все эти переплетения, то, что все с друг другом как-то связаны. И чуть ли не полпоселка мои родственники дальние, там ходит какая-то четвероюродная племянница или какой-то там дядя. Вот. Ну, а они-то как к вам отнеслись? Они много обо мне слышали, так как обе бабушки, они из Андрюшкина, большую часть жизни, наверное, они прожили в районном центре в Черском. Но родня, их братья родные, сестры, они жили в Андрюшкино, и даже в честь одного бабушкиного брата назвали клуб, так как он был режиссером достаточно известным. Его звали Бурцев Иван Иванович. Мою бабушку звали Бурцева Мария Ивановна. Она была дочерью от первого брака прабабушки. Но потом ее муж умер, она вдовела, осталась с 3 детьми и вышла с 2 детьми. И вышла во второй раз замуж за Винокурова. Родился мальчик, его назвали Проня. И бабушкин родной брат был Бурцев Иван. Он умер очень молодым от туберкулеза. Бабушка и вообще вся семья его очень любила, уважала. И поэтому бабушка решила тайком от своей матери взять и своего брата Винокурова Проню усыновить и назвать Бурцевым Иваном. И этот человек как раз-таки стал режиссером, работал в театре эстрады, и в честь него назвали клуб. Вторую бабушку звали Третьякова Мария Степановна. Ее я тоже знала с детства. Я росла без отца, но мои бабушки, они близкие подруги. Поэтому с родственниками по отцовской линии я тоже общалась. Такие поездки, экспедиции в новые места очень важны для нее. Меня больше всего привлекает некая аутентика жизни, культуры, быта коренных малочисленных народов. Потому что я всегда пыталась представить о том, как жили наши предки когда-то давно. И
какие-то моменты, они все-таки сохранились до сих пор. Это очень интересно, поэтому я пытаюсь больше делать уклон именно на портреты, на какой-то на традиционную одежду, на быт, на те места, где они там живут, чтобы представить. В будущем мне хотелось бы углубиться в эту тему, ну, писать не то, что вот сейчас, как сейчас живут люди, или как жили люди 200 лет назад. Мне очень интересна тема о том, как люди заселялись на эти территории, на арктические северные территории, еще где-то в неолите, в палеолите, как жили. Но об этом очень мало чего известно, ну, о каменном веке, потому что дерево истлевает, кости тоже не всегда сохраняются, одежда и подавно, и сохраняется только каменное орудие. И вот как представить о том, как жили тогда люди? И поэтому я начинаю вот с наших времен, и хотелось бы углубиться постепенно вглубь веков. В прошлом году, в 22-м, один раз я вот поехала на экспедицию, но это был не пленэр. Мы поехали с археологами в Хангаласский район. Они каждое лето проводят раскопки археологические, но они изучают средневековье якутское. Но тоже было очень интересно узнать о том, как вот, сохраняются все предметы, утвари, материалы. И экспедиция у нас вышла, то есть не только ученые поехали, но вот и художник поехал, и ювелир, который делает реконструкции ювелирных украшений, и кузнец, который делает реконструкции якутских ножей. То есть такая прямо сборная экспедиция, чтобы потом это во что-то вылилось в дальнейшем. 2 раза мы делали реконструкцию образа средневекового якута именно по археологическим данным. Пытались как можно достоверным сделать. И 1 раз даже я пыталась сделать по методике Герасимова реконструкцию именно по черепу облика человека, который был захоронен. И в будущем мы тоже планируем делать реконструкции и дальше. У Екатерины уже было несколько выставок. В 2019 году я провела свою первую персональную выставку. Вообще тогда были 2 персональные выставки за одну осень. Одна была в арт-галерее Юргель, а вторая была в картинной галерее СФУ. Но потом какое-то время я не выставлялась, копила работы, и в 2021 году, перед тем, как поехать в Оймекон, Дом дружбы народов имени Кулаковского, они предложили провести выставку, так как решили один зал вот именно сделать под выставки. Но на тот момент у меня несколько тополинских работ с того пленэра, они были готовы, оформлены, но не все я закончила. Поэтому вот все, что было, все, что новое появилось, я там все выставила. И буквально мы, когда закончили эту выставку, на следующий день после того, как собрали картины, я поехала в Оймекон на экспедицию Пика Осипова. Потом в 2022 году я же заканчивала свои работы с этих 3 поездок, и до сих пор я дорабатываю их, так как когда пишешь с натуры, не всегда успеваешь закончить до конца, и какие-то детали иногда упускаешь. Главное поймать момент, цвет, контраст. Поэтому я дорабатываю часть работ дома. Вот. И в этом году я хотела бы провести серию выставок именно в тех районах, в которых я была. Так как если будет такая возможность полететь куда-то в центр, возможно, эти картины никто уже не увидит в Якутии. И мне хотелось бы, чтобы люди в тех районах, так как я же написала там картины, показать им результаты своей работы, чтобы они обязательно увидели. Но хотелось бы, чтобы народ шире по России увидел, как живут у нас люди, и узнал о Якутии побольше, о тех народах, которых у нас живут. В Москве или в Петербурге хотелось бы выставить, персональную выставку провести. Ну, я об этом мечтала вообще давно, как притворить. Мы сейчас обсуждаем это с постпредством Якутии в Москве и в Петербурге. Тоже они предлагали сделать, но весной. Но так как у меня часть картин еще не законченная, поэтому вынуждены были отказаться от того, чтобы проводить весной там выставку.
Ну, я думаю, что это обязательно должно пройти. К сожалению, у молодой художницы нет помещения, где бы она могла работать. Свои картины я пишу обычно дома, ну или на улице, куда я выезжаю. А, Часто выезжаю вот на пленэры для того, чтобы запечатлеть именно с натуры. Люблю писать с натуры. И ну, не только пейзажи, но и портреты. Летом я выходила рисовать, когда вот тепло, можно порисовать, руки не мерзнут. А зимой уже укутавшись, можно работать маслом. Я узнала некоторые тонкости, что, оказывается, до минус 50 с лишним можно писать картины маслом. Выезжала несколько раз на пленэры. В какой год первый раз я выехала, точно не могу сказать. Но этой зимой я тоже выезжала, специально сняла домик, чтобы написать в самые такие лютые морозы. Эта зима выдалась очень холодной. Нашла такой лайфхак, так как краска замерзает очень быстро, минут 15-20, и масляная краска становится как пластилин. Ее не то что кисточкой, ее даже мастихином, ну, есть такая лопаточка специально для краски, ее даже мастихином невозможно на холст положить. Поэтому приходилось постоянно разводить разбавителем, так как разбавители замерзают позже, при минус 50 с лишним, при минус 60, поэтому разведенная краска держится дольше. И в этом году была акция при галерее Афанасия Осипова пленэру минус 50, и они вот первый раз такую планку взяли, то, что самый холодный пленэр у них получился. Тогда я решила попробовать именно заранее развести краску. Не прийти с палитрой и на улице разводить, а уже в крышечках развела краску, и поэтому у меня получилось написать, постоять там подольше и проработать детали в вот такую морозную погоду. И что за картины написали? Я написала пейзаж Якутска, улицу Хабарова, туман, когда вот ничего не видно, когда все серое и постепенно уходит куда-то в некую такую тайну, что дальше же находится. Ну и с этим пейзажем знакомы все якутяне. Но иногда картины не всегда пишутся вот берешь и написал, сразу получилось. Есть у меня одна картина, которая стоит очень долго. Я уже который год пытаюсь ее закончить такими наскоками. Вот пару недель попишу, потом оставляю, она у меня стоит. Когда пытаюсь вот раскрыть какую-то тему или экспериментировать с техникой и тем, как с композицией сделать, тоже бывают некоторые трудности. И эта картина у меня с таким солнечным оленем. Эта идея у меня жила давно. Представление о том, что солнечный олень — это как некая мечта человека. Когда вот человек видит солнце в рогах оленя, золотистый свет, он пытается его поймать в свой аркан, он ловит этого оленя, а солнце-то не поймал. То есть мечта, она как бы, счастье, оно везде, оно светит для всех. Главное это понять. Одна из персональных выставок Екатерины Суржаниновой называлась «Зов предков», который и стал лейтмотивом всего ее творчества.